Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Максим Эверстов, и это интеллектуальная игра «Эрудит». Второй сезон. В прошлой программе сразились многие ученики со школ республики, испытали свои знания. Это были самые настоящие действительно испытания. Это были отборочные, и каждый из учеников показал просто высший пилотаж. Но сегодня у нас здесь собрались ребята, которые будут в парах сражаться друг с другом с разных школ. В прошлый раз, если вы наблюдали за нашей передачей, Василий Елизаров и Виталий Дмитриев вырвались вперед. Ребята с одного класса, с одной школы, это физико-технический лицей, и они победили буквально с отрывом в 1-2 балла. Молодцы. Сегодня нас тоже ждет, я думаю, интересная игра. Если вы уже смотрели наш первый сезон, вы знаете, что у нас есть свои правила, у нас есть свои спонсоры. Но прежде чем мы их назовем, немножко наберитесь терпения. Давайте познакомимся с теми, кто у нас сегодня находится в студии на телеканале Якутия-24. Справа от меня находятся Алгыс Алексеев и Анатолий Илларионов. Ребята готовы, ребята уже бодрым духом хотят вырваться вперед. Сейчас мы узнаем, может быть, у них уже есть какая-то стратегия, может быть, они уже обговорили, как будут обходить своих соперников, с которым мы познакомимся чуть позже. Анатолий, микрофон вижу у тебя. Скажи, есть ли у вас какой-то план с Алгысом? Мы просто будем все решать. Лучше их. Идеальный план. Алгыс, скажи, пожалуйста, какой у тебя любимый предмет в школе? Математика. Ты думаешь, сегодня на математическом раунде ты вырвешься вперед? Да. Есть такой шанс? Ну хорошо, узнаем, что об этом думают ребята слева от меня. Это Ариан Ивлев и Джулур Афанасьев. Ариан, вижу микрофон у тебя. Скажи, пожалуйста, сможешь ли ты по математике вырваться от Алгыса вперед, или его напором уже испуган? Да. Да, испуган или да, вырвешься? Вырвусь. Вырвешься. Джулур, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимый предмет в школе? Мой любимый предмет — это физика. Физика. Математика. Думаешь, если здесь будут такие вопросы, ты сможешь Толю и Алгыса обойти? Я уверен в этом. Уверен? У вас есть своя стратегия какая-то? Уже, может быть, вы ее за пределами нашей игры обдумали? Ну, решать с помощью логики задачи. Не поддаваться эмоциям, логика. Да? Молодцы. Хорошо. Я надеюсь, что ребята готовы к игре, как и вы, наши дорогие слушатели. Мы немножко познакомились с нашими участниками. Ребята волнуются, я могу их понять, на их месте я бы тоже волновался. А сейчас я напомню, кто наши спонсоры. Если вы наблюдали за первым сезоном, то спонсоры остались те же. Во-первых, это, конечно, компания Ростелеком, которая предоставляет победителям классный приз. Это годовая подписка на сервис Ростелеком Лицей. Вторым спонсором является Институт развития перспективных проектов Open Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Они дают очень крутые тренинги, я думаю, и для студентов, и для взрослых они были бы классные, для школьников тем более. Ребята развиваются, будущие покорители космоса, айтишники, блогеры. Не то, что мы с вами сидим, передачи делаем, перед телевизором сидим. Ребята, вот, настоящее будущее наше. А сейчас немножко напомню наши с вами правила. Они отвечают на вопросы, каждая команда, я поворачиваюсь к одной команде, они отвечают или не отвечают, потом я поворачиваюсь к другой команде. В какой-то момент мы меняем категорию вопросов. У нас есть общие вопросы, у нас есть вопросы география, математика. Возможен блиц. Мы будем отталкиваться от того, как команда будет играть. Если они будут близки или практически идентичны по баллам, тогда мы дадим им блиц. Также напомню, что у нас, конечно же, есть видеовопрос от приглашенного гостя. От кого это и что это за вопрос, пока что называть мы не будем. Все карты открывать не будем. Итак, Алгыс, Толя, вы готовы? Да. Так, Джулур, Ариан, готовы? Да. Тогда мы начинаем нашу передачу здесь, на телеканале Якутия-24. Передача «Эрудит», второй сезон, вторая пара игроков. Поехали! Я предлагаю начать, конечно же, с разминки. Это будет 20 вопросов на разные категории, очень интересные, где-то сложные, где-то веселые. Вы тоже, телезрители наши, сидите, пожалуйста, загибайте пальцы или пишите, насколько вы ответили. Давайте так, все, кто сможет ответить на 20 баллов, на все вопросы правильно, приходите прямо под окна Якутия-24 и кричите «Я победил!». Мы вам будем кидать вкусности, но я думаю, что никто не ответит на 20 вопросов. Это сложно, сам я не ответил. Итак, мне нужно, чтобы сейчас... Давайте, Толя и Ариан сыграли в камень, ножницы, бумага, чтобы я узнал, какая команда начнет. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Есть. Хорошо, начинаем с команды Толи и Алгыса. Это никакого минуса вам не дает, но первый вопрос идет сюда. Какая рыба считается самой большой в мире? Можете обсудить. У вас есть ваши законные 5-7 секунд. Время
нужно всем. На то это и командная игра, потому что то, что знает Толя, может не знать Алгыз. Самая большая рыба в мире. 3, 2, читаем вместе. 1. Белый кит. Белый кит, и это неправильный ответ. Правильно, китовая акула. Переходим к этой команде. Пожалуйста, как называется клятва, которую дают врачи и которую давали еще со времен древнегреческих врачей? Как называется эта клятва? Сразу ответ. Она называется «Клятва Гиппократа». И это правильный ответ. У этой команды есть 1 балл. Клятва Гиппократа. Я думаю, все молодые и старые врачи все знают, кто такой Гиппократ и почему он важен. Переходим сюда. Когда, в какой день весны наступает так называемая астрономическая весна или день весеннего равноденствия? Что это за день? День весеннего равноденствия. Я думаю, что многие телезрители ответили правильно на этот вопрос. Ребята волнуются, эта команда тоже думает, что может ответить, но ответ, я думаю, здесь. Анатолий, Алгыз, я жду ваш ответ. Назовите день. 21 марта. 21 марта, и это правильный ответ. Ребята тоже не отстают, вырываются вперед. Идем сюда. Как называется солдат 16 века, который был вооружен фитильным ружьем? Что это за солдат? Фитильное ружье. При нем еще могло быть и острая какая-то шпага, но у него было и фитильное ружье. Что это за солдат? В одно слово. Так, Джулур. Стрелец. Стрелец! Думают они, что знак зодиака поможет им в этом. Нет, это неправильный ответ, к сожалению, это мушкетер. Я хотел дать подсказку, что есть такое произведение, что там еще был Д'Артаньян, но я думаю, что это была бы слишком сильная подсказка. Идем сюда. Как называется сборник географических карт? Простой вопрос из школьной программы, не все вопросы у нас космического Атлас. уровня. Атлас, и это правильный ответ, ребята спешат вперед. Так, идем сюда. Как называется прибор для фиксации колебаний земной коры? Прибор для фиксации колебаний земной коры. Ребята могут посвящаться немного, но, конечно, не слишком долго. Пожалуйста. Мне кажется, что это сейсмометр. Сейсмометр, отвечаете вы, и, к сожалению, это неправильно, но они были очень близки. Сейсмограф. Сейсмограф – это правильный ответ, но если такой вариант был, ничего страшного, идем сюда. Шуточный вопрос для этой команды, смогут ли они ответить, какой город изображен на 100-рублевой купюре? Какой город изображен на 100-рублевой купюре? Подсказка, этот город находится в России. Хабаровск. К сожалению, нет. К сожалению, это столица нашей страны, Москва. Видно, что ребята пользуются цифровыми деньгами и давно не брали в руки бумажную купюру. Переходим к этой команде. И, пожалуйста, большой водоем с соленой водой, покрывающий большую часть поверхности Земли, называется... Большой водоем с соленой водой, покрывающий большую часть поверхности Земли, называется. Пожалуйста. Я думаю, океан. И это правильно. Ариана отвечает океан, и вопрос оказался не намного сложнее, чем 100-рублевая купюра. Надо немножко наличности с собой носить, ребята. Всегда может быть актуально. Вдруг спутники сойдут с орбиты или там электричество отключится, а 100-рублевая купюра остается 100-рублевой купюрой. Итак, переходим сюда. В каком году человек впервые побывал на Луне? 1900, даю подсказку. Следующие 2 цифры сами. 1961. Очень близко, но нет. В 61-м Гагарин полетел. Патриот ты наш. Нет, в 69-м году. В 69-м году впервые побывал человек на Луне. Идем сюда. Алфавит или начальный учебник для чтения для ребенка называется так. Букварь. Букварь. Ну, мы засчитываем этот ответ. Букварь либо азбука. Да, оба ответа, я думаю, можно признать правильными. Переходим сюда. Какой прибор используется для точных измерений в медицине, технологии и других областях? Для точнейших измерений. Измерений, но я предполагаю по ответу, что и для создания определенных тоже вещей используется этот микроскопический прибор. В медицине, в технологии и других областях. Сегодня, я думаю, используется везде. Три, два, один.
Есть ответ. 3D принтер? Нет, 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 это лазер. Лазер сегодня используется во многих науках для измерения и создания новых конфигураций. Переходим сюда. В каком году была Куликовская битва? Подумайте. Категория, как вы видите, история. Все мы с вами в душе патриоты. И не знать, когда была Куликовская битва, по-моему, это опрометчиво. Наш ответ это 1242. К сожалению, неправильно, в 1380 году. Ребята чуть-чуть промахнулись на 100 с лишним лет. Переходим сюда. Наемные рабочие, которые передвигали своим тяжелым трудом речные суда с помощью веревок и весел. Как называли таких рабочих? Была такая знаменитая картина, мы все знаем с вами. Наемные рабочие, которые передвигали тяжелые речные суда с помощью веревок и весел. Вручную. Есть такая картина. Кто-то на этой реке. 3, 2. И сейчас половина наших зрителей здесь стучит себя по лбу и кричит в экран правильный ответ. Подсказывает ребятам. Давайте. Я жду ответ. 3, 2, 1. Ну, грибцы попробуем. Гребцы. Нет, к сожалению, это бурлаки. И была такая картина легендарная «Бурлаки на Волге». Я думаю, ребята придут домой и обязательно посмотрят. Идем сюда. Сооружение для стрельбы по мишеням из ручного, огнестрельного или пневматического оружия. Очень короткое слово. Это тир. Это тир. Ходили когда-нибудь в тир? Стреляли? В парке, наверное, да? Стреляли. Ребята в тир ходили? Вот. Так что я думаю, что многие отгадали этот вопрос. Переходим сюда. Что это такое? Большое тело, вращающееся вокруг звезды и имеющее достаточную массу для круглой формы. Большое тело, вращающееся вокруг звезды и имеющее достаточную массу для круглой формы. Подумают ребята, мы все с вами Планета? стремимся к этой круглой форме, да? Планета? Планета – это правильный ответ. Это правильный ответ. Переходим сюда. Прибор для увеличения очень мелких предметов. Это микроскоп. И это правильный ответ. Переходим сюда. Кто создал теорию относительности? Эйнштейн? А знаете его имя? Альберт? Правильный ответ. И заключительный вопрос общей категории вопросов к этой команде Ариан и Джулур. Как называется болезнь, которая была очень распространена на кораблях из-за нехватки витамина С? У пиратов была эта болезнь частенько из-за нехватки витамина С. Мне кажется, что это цинга. И это правильный ответ. Была такая болезнь цинга. Итак, закончились вопросы из общей категории. Я думаю, что многие ребята за экраном сейчас смотрят и болеют за одну из команд, или же отвечают, как вы можете этого не знать? Хотя, возможно, кто-то из вас говорит, ну, в принципе, я так бы и ответил. Так что вы очень большие молодцы. Также я поделюсь интересным фактом. Может быть, ребята знают, какая самая маленькая страна в мире? Ватикан, да. Это отдельное государство площадью всего 0,44 квадратных километра. И Ватикан – это и центр католиков, и государство, как помните, раньше были полисы, город-государство, да? Так что там живет Папа Римский, и я думаю, что многие из вас хоть раз в жизни мечтали побывать в Ватикане, куда, кстати, далеко не всех пускают. Прежде чем мы пойдем дальше, я думаю, что ребята поняли по моей подсказке, так как я сказал «страна» и назвал ее площадь, какая будет категория вопросов? География. Нас ждет география. Какие, интересно, у Алгыса и у Анатолия познания в географии? Какие оценки у тебя по географии? Не так уж и плохо. Это 4,5 или 4,3? 4,3. Алгыс? Я на 5 учусь. На пятерке учишься по географии. Я Вот. играю в GeoGuessr. Хорошо, отлично. Джулур, Ариан, ваши познания в географии глубоки Ни разу четверки в жизни не было, всегда 5. по географии? Я думаю, ни разу четверки не было, всегда 3. Но нет, он сказал всегда 5. Большой молодец. Джулур? 4-5. 4,5. Отлично. Значит, я думаю, для них не будет сложностей в этой категории. Поехали. Итак, у нас категория география. Начинаем также с этой команды. Я надеюсь, что вы следите за вопросами, и многие из вас отвечают и болеют за своих фаворитов. Итак, ребята, как называется самый большой остров в мире, который не является государством? Самый большой остров в мире, который не является государством.
Гренландия. И это сразу правильный ответ. Ребята торопятся вперед и отвечают правильно. Хотя у них есть, конечно, время посвящаться. Переходим к этой команде. Назовите страну с самым большим населением в мире. Индия. К сожалению, неправильно. Это Китай. Китай все-таки по количеству людей больше, чем Индия. Это стоп. Нет, сейчас все еще Китай. Сейчас все еще Китай. Индия очень близка к тому. Они времени теряют там, индусы. Но Китай все еще по количеству людей обходит. Переходим сюда. Какая самая длинная река в Англии? Да. Ну давайте так, подсказку. В Великобритании. В Великобритании самая длинная река. 3, 2, 1. Пас. Допустим, Лондон. Нет, нет, это Северн. Северн, есть такая река. Переходим сюда. Скажите, пожалуйста, Оттава является столицей какой страны? Канада. Канада. Хорошо. Переходим сюда. Так, какая страна в мире является второй по количеству пирамид? Какая страна в мире является второй по количеству пирамид? По количеству пирамид. Не по легендарности пирамид, а по количеству пирамид. Допустим, Ливия. Нет, к сожалению. Вы будете удивлены, но это Египет. Сколько процентов Земли покрыто океаном? Можно допустить оплошность в 1-2%, но не больше. Сколько процентов Земли покрыто океаном? 71. Правильно, ровно! Молодцы, ребята, молодцы. По географии у них проблем все-таки нет. Переходим сюда. Здесь у вас нужно сказать да или нет. Вам чуть проще. Правда или ложь, что 70% африканских стран граничат с морем? Вы можете посовещаться вдвоем. Посмотрим. Да. И это правильно. Более чем 70%, там около 70% стран все-таки граничат с морем. И лишь 16 из 55 стран спрятаны внутри материка. Переходим сюда. Скажите, пожалуйста, какой город является самым густонаселенным в соотношении со своей площадью в мире? Какой город? Сложноватый вопрос, конечно. Какой город является самым густонаселенным по соотношению со своей площадью в мире? Я бы не ответил. У меня здесь есть ответы, но я бы не ответил. Итак, Джулур, Ариан, 3, 2, 1. Сингапур. К сожалению, нет. И это город Манила на Филиппинах. Там очень плотное население по соотношению с площадью. Переходим сюда. Так, какой стране принадлежат Канарские острова? Знаменитые Канары, на которые все мы хотели когда-то поехать. Отдыхать на Канарские острова. Какой стране принадлежат эти острова? Это какая-то европейская страна. Какая-то европейская страна. Но это небольшая подсказка. Стран в Европе у нас много. 3, 2, 1. Испания. И это правильный ответ. Ответили ребята правильно. И заключительный вопрос из категории география. Джулур, Ариан, готовы? Да. Самая длинная железная дорога в мире называется именно так. Транссибирская И магистраль. это правильный ответ. Судя по тому, как ребята реагируют, они думают, что этим ребятам достаются более легкие вопросы. Но в мире во всем есть справедливость. Может быть, дальше вам будут доставаться более легкие вопросы. Ну, посмотрим, посмотрим. Итак, мы закончили с категорией география. Конечно, маленький интересный факт для всех вас, дорогие наши друзья. Есть такой прибор, может быть, я его немножко опишу, ребята поймут, да? Он работает без внешнего источника энергии и может постоянно совершать работу. Как называется этот пока что не созданный, но в мечтах у всех физиков этот прибор? Вечный двигатель, да. Может быть, даже ребята скажут, в каком произведении русской литературы называется вечный двигатель. В «Грозе». В «Грозе» есть пьеса «Гроза».
где один из героев говорит, что хочет создать перпетуум мобиле, то есть вечный двигатель. Но, может быть, именно эти ребята, Алгыс, Анатолий, Ариан и Джулур, объединятся вместе после передачи и будут стремиться к тому, чтобы после школы сделать вечный двигатель и прославить и республику, и Россию. Может такое быть? Может такое быть. И потом будете говорить, что вот нас мотивировал Максим Эверстов с передачей «Эрудит». Я многого не прошу, лишь 1% с продажи двигателя. Большего мне не надо, я человек простой. Итак, как вы поняли, у нас ждет категория математика. Алгыс уже готов, настроен, математику он любит. Я думаю, что и Джулур со своей физикой не отстанет. Мы начинаем. Итак, Алгыс, Толя, что это за термин? Выражение, в котором есть переменная, обычно обозначаемая буквой x и которая равна чему-то, называется... Уравнение. Правильно! Переходим сюда. Дробь, у которой в знаменателе есть степень 10, называется... Дробь, у которой в знаменателе есть степень 10, называется... Нет. Десятичный. Десятичная. Переходим сюда. Как найти разность между двумя числами? Вычесть. Из какого какое? Более полный ответ? В каком смысле? Ну, два разных числа. Что нужно из чего вычесть? Нет, 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 нет. Точнее. Разность нужно вычесть. Так, Алгыс, закончи. То есть из большего вычитаем меньше. Я принимаю ответ. Ребята чуть запутались, но я думаю, они это имели в виду. Переходим сюда. Равенство двух отношений или дробей называется так. Равенство двух отношений или дробей называется так. Пропорция. Пропорция. Очень хорошо. Переходим сюда. Некоторые числа нельзя представить в виде простого дробного выражения. Как называются такие числа? Некоторые числа нельзя представить, изобразить в виде какого-то простого дробного выражения. Как называются такие числа? И Иррациональный. это правильно. Мы, видимо, с вами, многие люди, как эти числа, иррациональные. Я сам в пятницу, субботу бываю очень иррациональным человеком, особенно по вечерам. Переходим к этой команде. Мера поверхности фигуры, и она равна половине произведения основания на высоту. Что это такое? Мы говорим здесь немножко о треугольнике. Мера поверхности фигуры, равная половине произведения основания на высоту. Нет, нет, нет. Площадь треугольника. Площадь, площадь, очень хорошо. Переходим сюда. Найдите 25% от 80. 20. 20, молодцы. Переходим сюда. Потом не говорите, что вам достаются сложные вопросы. Переходим сюда. Является ли число 36 простым или составным? Составным. Составным. Хорошо, хорошо. Переходим сюда. Какое число является суммой всех углов треугольника? 180. 180. Отлично. Переходим сюда. Если увеличить число 48 на 25%, какое получится число? 60. И это правильный ответ. Ребята в математике сильны, для них это все орешки, а я бы, наверное, сошел с ума и впал в кому, если бы меня в понедельник с утра спросили такие вопросы. Я бы сказал, спросите что-нибудь полегче. Итак, у нас с вами впереди есть замечательный вопрос «Кот в мешке». Это видео-вопрос, вы будете внимательно смотреть, потом мы вам дадим листочки, и вы сможете ответить на вопрос. Вопрос сегодня у нас задает директор филиала Сахателеком ПАО Ростелеком Константин Войтыховский. Добрый день, уважаемые участники программы «Эрудит». Меня зовут Войтыховский Константин Леонидович. Я директор филиала Сахателеком. Наша компания занимается развитием связи на территории Республики Саха-Якутия. И мой вопрос будет связан с этим. Без чего не может работать связь? Без чего не может работать связь? Внимание на экран. Ответ. Этот вопрос мне задали, когда я прошел испытательный срок в компании Ростелеком. Связь не может работать без электричества. Поэтому связь называют иногда электросвязь. Это был кот в мешке, да, и обе команды молодцы.
у них похожее образование, и они ответили «Спутник». Обе команды молодцы, они ответили «Спутник». Я думаю, что они друг у друга не услышали, а просто действительно подумали так. Если бы я не знал, что электричество, я бы тоже, может быть, подумал, что «Спутник». Но, как бы нам не хотелось продолжать работать с этими замечательными командами, нужно подвести уже итоги. И я их знаю, вы немножко волнуетесь, и, судя по количеству баллов, у нас с минимальным отрывом вырывается команда Арианы и Джулура. Аплодисменты им, ребята! Молодцы, ничего страшного. Ничего страшного, эта команда тоже достойно сражалась, где-то немножко пропустила и с минимальным отрывом проиграла. Итак, Джулур, Ариан, слово победителя. Скажите, что вы испытываете, какие эмоции? Мы очень рады тому, что прошли следующий этап и можем побороться за главный приз. Джулур, твои мысли? Для меня это было слегка неожиданно. Неожиданно, что было сложно или что легко? То, что я прошел. Ага, отлично. Очень скромные ребята. Ну, давайте послушаем все-таки проигравшую команду, которая с минимальным отрывом проиграла. Пожалуйста. Мы желаем их команде удачи, потому что мы должны проигрывать только или хотя бы финалистам или победителям. Да, да, это очень хорошо. Алгыз, как ты думаешь? Ну, я тоже пожелаю им удачи. Ну, и все. Удачи и все. Как вы думаете, какой вопрос вас потопил? Честно скажите. По географии. Итак, немножко ребята подтягнули географию, а мы идем дальше. Смотрите следующую передачу «Эрудит». Там у нас будут уже две другие двойки игроков. Читайте книги, любите жизнь и увидимся на следующем эфире. Всем пока!